уважаемые зрители, дорогие студенты, уважаемые коллеги. Ежегодно, примерно в это время мы проводим такой небольшой концерт, посвященный классической музыке, либо это вечер вокально-инструментальной музыки. Сегодня мы назвали «Вечер классической музыки», но в программе прозвучат произведения не только композиторов-классиков, но и композиторов-романтиков, но и представителей классического джаза и произведения Астора Пьяццолы. И прежде чем начать наш концерт, мы хотим предоставить слово одному из известнейших теоретиков, музыковедов, культурологов, который просто даст нам свое послание, что же такое классическая музыка и как вообще к музыке нужно относиться. Пожалуйста. Я хочу вам сразу сказать такое, что вас многих разочарует. Опыт показывает, на 100 тысяч детей, которых учат музыке, только один вообще становится настоящим музыкантом. И, наверное, на миллионы детей только один становится музыкантом уровня Хефица или Горовица. Значит ли это, что остальных детей не надо учить музыке? Нет, как раз наоборот. Просто нужно знать формулу. Музыкальное воспитание не есть воспитание музыканта. Музыкальное воспитание – это воспитание человека. Homos musicus. Человек музыки, человек гармонии. Уже давно известно, это общее место, то, что я сейчас скажу, что музыка – это питание человеческого мозга. В музыке заключены формулы мышления, формулы бытия, формулы существования, формулы бессмертия, формулы гармонии. Все музыкальные формы учат ребенка восприятию не музыки только, но слова, поэзии, изобразительного искусства, пробуждает творческий дар. Музыка – это язык науки, культуры, логики, риторики. Ребенок, начинающий изучать музыку, получает огромную подпитку мозга. Более того, этот ребенок может быть куда удачливее, чем ребенок без музыкального начала в любой области науки и искусства. Музыка дает невероятные эмоциональные ощущения. Музыка создает иной принцип мышления, формируя не просто сознание, а формируя тот мир, в который всегда можно уйти из этого обыденного, недостаточного. Ведь каждый человек часто безумно страдает от того, что он представляет себе иной мир, себя иным, в ином окружении, в иных домах, в иных квартирах, в иных садах. И это недосягаемо. На самом деле досягаемо. Именно уход в музыку, возможность находиться внутри этой формы, внутри системы уже с детства формирует особое сознание. Вот почему я так настоятельно обращаю ваше внимание и обращаюсь ко всем думающим людям. Друзья мои, обучение музыке не есть обучение музыканта. Воспитание музыкой не есть обязательное воспитание музыканта. Это гигантское воздействие на все внутренние ощущения. Ощущение гармонии, баланса, совершенства. Все законы музыкальных форм построены в соответствии с космическими принципами. Сегодня в нашей программе будут участвовать студенты разноуровневой подготовки. Как те, которые пришли в колледж без музыкального образования, но сделали определенные успехи в освоении инструмента, так и те, которые пришли с музыкальной базой. Итак, мы начинаем наш концерт. Петр Ильич Чайковский, танец пастушков из балета «Щелкунчик». Исполняют Ковалева Яна и Барбанягра Наталья Владимировна.
Гаврилева, стихи Лермонтова. И скучно, и грустно. Исполняет Тукан Алена, концертмейстер Дюльгер Надежда. Кирхнер. Листок из альбома. Исполняет Тодоров Сергей.
пенка, ах, вы сени мои сени, исполняет Орленко Андрей. Наши участники очень волнуются, поэтому давайте поддержим. Исполняет Кыса Злата Ивановна, концертмейстер Лукча Олеся.
Парижа. Исполняет Карасини Иосиф. Московский этюд. Исполняет Челак Марина.
Музыка Рубинштейна, слова Лермонтова. Горные вершины. Исполняют Капсамун Ольга и Комур Мария. Концертмейстер Янл Светлана.